1 июня президентом Российской Федерации был подписан указ, определяющий новую дату общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Этой датой стало 1 июля. После мартовского указа о переносе даты голосования в связи с ситуацией с коронавирусом все официальные действия по подготовке голосования были приостановлены. Однако Центр избирком России не прекращал работу по подготовке. Главным приоритетом при организации предстоящей кампании, разработке дополнительных механизмов реализации прав граждан на участие в голосовании в условиях еще остающихся эпидемиологических рисков, Центр избирком считает гарантию безопасности здоровья всех участников голосования, создание максимально удобных и доступных условий для голосования, открытость и прозрачность всех процедур, организацию работы общественных наблюдателей и представителей средств массовой информации. Задача сделать все для того, чтобы голосовать было не только легко, но и абсолютно безопасно. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители средств массовой информации, сотрудники полиции, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками и санитайзерами. На каждом участке будет установлен температурный контроль, а сам участок будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. При проведении общероссийского голосования для удобства, доступности и безопасности наших граждан будут применены следующие алгоритмы голосования. Проведение голосования до дня голосования. Так, участники голосования в течение 6 дней до дня голосования могут прийти на участок и отдать свой голос. Проведение голосования вне помещения для голосования, в том числе на придомовых территориях, в населенных пунктах, в которых отсутствуют участки голосования. В этом случае голосование будет проводиться также в течение 6 дней до дня голосования. Бесконтактное голосование на дому – голосование граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам. Эти меры позволят избежать очередей и скоплений на избирательных участках. Одной из важных задач при реализации представленных алгоритмов является сохранность бюллетеней и неприкосновенность волеизъявления в течение всего периода голосования. Для этого избирательными комиссиями будут применяться специальные сейф-пакеты, в которые после каждого дня голосования в присутствии наблюдателей будут помещаться бюллетени. На всех этапах голосования и подсчета голосов будет обеспечена работа общественных наблюдателей. Назначать наблюдателей будет Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты, которые уже формируют списки наблюдателей. Уже сейчас количество желающих насчитывает более 87 тысяч человек, а в планах еще порядка 300 тысяч. Принцип участия в наблюдении абсолютно свободный. Все, кто хочет, будут наблюдать за общероссийским голосованием. Для обеспечения открытости и гласности процесса подведения итогов будет работать информационный центр, в котором в режиме реального времени будет отображаться ход, а по завершении процесса голосования его итоги. Данные об итогах голосования будут размещены в сети интернет не позднее, чем через 8 часов с момента окончания голосования. Общие итоги Центр избирком установит не позднее, чем через 5 дней после дня голосования.